Если бы я дал вам задачу пройти Майнкрафт, находясь на одном единственном блоке посреди пустоты, какой блок вы бы выбрали? И вы можете выбрать любой блок из креативного меню. На первый взгляд это может показаться простым вопросом, но на самом деле все далеко не так. Возможно, вы выберете дерево, землю, камень или какой-нибудь ресурсный блок. Но так как у вас не будет другого блока, на котором можно стоять, если вы сломаете этот блок, то упадете в бездну. Можно подумать о воде, но без удочки вы с ней ничего не сделаете. Хорошо, а что насчет блока эндопортала? Ну, нет, это тоже не сработает. Но прежде чем я его открою, хочу, чтобы вы немного подумали. Итак, блок, который вам нужно выбрать, так это моховый блок. Верно, вы можете пройти Майнкрафт, имея только один моховый блок и ничего больше. Но как? Сначала нужно дождаться ночи, а потом постоянно прыгать с этого блока, пока не заспавнится скелет. Но не так быстро вам придется снова и снова умирать и возрождаться, пока не наступит день. И дождитесь, пока скелет сгорит, чтобы с него выпала кость. Затем сделайте из нее костную муку. Теперь используйте ее на моховом блоке, чтобы получить азалию. Снова примените костную муку к азалии, чтобы вырастить азалиевое дерево. С дерева вы сможете построить моба-ферму. А с моба-фермы у вас появится доступ к зомби. И это ради все гнили и железа. Из железа скрафтите котел и ведро. А когда пойдет дождь, котел наполнится водой. Тогда сможете сделать бесконечный источник. Постройте ферму лисиц, добывайте изумруды и обменивайте их у странствующих торговцев на подзол и сахарный тростник. Превратите подзол в землю, сделайте ферму тростника, а затем с помощью ламп, кур и спрутов добудьте кожи, перья и чернила. Из них создайте книги с пером и впишите в них специальные символы. Используйте сит мира, чтобы найти крепость с помощью бага с прогрузкой чанков и сгенерируйте ее. В крепости добудьте лаву для портала в ад, убейте эфритов и эндерменов, сделайте око эндера и победите дракона.